Март ayının sonunda hem de aprel ayının çekilmesinde hip-hop oyunlarında geçti çempiyonatlar Tiraspol'da hem de Kişinyov'da. Öncelikle bizim vardı tam misafirlerimiz hangileri bu temayı açıkladılar ama bugün laf edeceğiz trenerle gene hip-hop oyunlarında bizimle birlikte Vlada Stoyko. Laf edeceğiz biz taramaklar için nasıl hazırlandı komandalar bu çempiyonatlara, nice uşaklar çıktılar sene hem de nesi çıkışlarla geldiler bu yarışmaların sonuna. Влада, доброе утро. Доброе утро. Настроение? Все хорошо, спасибо. Ну, поговорим с вами о победах, о подготовке к чемпионатам, которые состоялись и в Приднестровье, и в Республике Молдова, о выступлениях и, конечно, в целом о соревнованиях, об итогах. Ну, делитесь, рассказывайте. 22 марта мы побывали на соревнованиях в Тирасполе United Hip Hop Cup. И это были соревнования на уровне всего Приднестровья. И я могу сказать, что там было большое количество команд, которые были безумно талантливые. И это было тяжело бороться с ними на одном уровне. Но несмотря на это, благодаря нашей подготовке, благодаря тому, что дети очень много тренировались и были вовлечены в процесс подготовки к соревнованиям, они заняли очень хорошие места. И я могу сказать, что они добились очень хороших результатов. У нас 16 первых мест. Многие из них выступали первый раз, потому что у нас в студии проходят очень часто наборы, и детки едут впервые на свои соревнования иногда. 18 вторых и 7 третьих мест. Мы вас поздравляем. Благодарю. Отличные результаты. Какие возрастные категории ваших воспитанников принимали участие на соревнованиях? Именно в Тирасполе я взяла деток с 4 до 16 лет. То есть возрастная категория у меня бэйби и юниоры. Угу. Как вы оцениваете вообще выступление детей? Они уже не переживают, когда мы едем на соревнования, они больше переживают, когда происходит сама подготовка к этим соревнованиям, потому что мы очень тщательно готовимся, мы очень часто собираемся на тренировки. У нас эти тренировки всегда проходят по 2, по 3, по 4 часа. Дети утомляются, но они работают. Поэтому я безумно довольна их результатами, безумно довольна тем, как они выступили, как они себя показали, как они представили мое лицо, студию и в целом Гагаузию. Особенности в ваших подготовках. На что акцентируете внимание? Если мы говорим про сольные выступления, то больше всего я акцентирую внимание на музыкальность детей. То есть техника, само собой, важна, база, само собой, важна, но это не играет никакой роли, если ребенок не музыкален в плане танца. То есть музыкальность нужно развивать. С ней можно родиться, но развивать ее тоже нужно. Нужно попадать четко под биты, нужно понимать, где сделать затяжки и все такие танцевальные махинации, так скажем. Только ли сольные номера повезли в программу? Да, на этих соревнованиях, которые проходили в марте и в апреле, мы повезли сольные номера, поскольку мы готовим сейчас формейшены. Это общие командные танцы, но, на мой взгляд, эти номера были еще не совсем чистыми, поэтому я хотела дать больше времени на их отработку, чтобы в будущем мы уже повезли готовые и полностью усовершенствованные номера. Некоторые из них мы сейчас с вами посмотрим. Видео предоставили вы. Самая маленькая категория. Ребята, вы молодцы. Победы были ожидаемы, либо все-таки сюрпризы некоторые воспитанницы Скажу честно, предоставили? победы в Тирасполе были ожидаемы, поскольку, как я уже отметила, были многие детки выступали первый раз в дебюте, но именно на видео Амелия и Эвелина выступали в профессиональной категории.
И Амелия взяла первое место, Эвелина взяла третье или четвертое, я не могу точно сказать, по-моему, третье. И я безумно горда этими девочками, потому что вот они, наверное, одни из первых, которые ко мне попали 4 года назад. И все это время они старались, и я знала, что они будут одними из первых. На втором видео это уже выступление в Кишиневе. Оно было неожидаемым, потому что мы немного опоздали на наш выход. И уже не было надежд на то, что мы займем какое-то место, потому что мы пошли практически в конце. Но когда сказали, что первое место уезжает в Камрад, было очень удивительно. Самые большие соперники у юных спортсменок? Мне кажется, они больше соревнуются с самими собой, друг с другом в плане команды, нежели с другими командами. Да, они равняются на кого-то, естественно. Они смотрят, они поддерживают другие команды, они дружат. Но мне кажется, больше всего они соревнуются друг с другом. Потому что им важно в глазах команды, в моих глазах стать выше, чем кто-либо другой. То есть они хотят показать себя, они хотят показать, что все их старания приносят какие-то плоды. Они хотят это показать также на соревнованиях. Эти два чемпионата, они чем отличались между собой? Мне кажется, что в Кишиневе чемпионат имеет больше масштаб, потому что там уже со всей Молдовы приезжают на эти соревнования, и они имеют немного другой уровень. В Тирасполе же они начали проводиться, насколько я знаю, не так давно, по крайней мере, мы на них едем второй год. Но, как по мне, там не то, что уровень меньше, там меньше масштаб. То есть я заметила, что там было меньше участников. Возможно, из-за этого было как-то легче выступать, спокойнее, то, что меньше конкурентов. Но они отличаются тем, что в Кишиневе больше масштаб. То есть это масштаб всей страны. Там были танцоры как с юга, так с нашего Камрада, так и с севера, с самых северных регионов. Значит, вам как тренеру ближе по душе, чтобы побольше было соперников, побольше конкурентов? Да. Таким образом, что? Когда больше соперников и когда, как на видео, дети занимают первые места, там самооценка поднимается просто на 7-е небо. И это очень льстит, это очень показывает уровень подготовки, это очень вдохновляет на работу дальше. Когда ты видишь, что твой ребенок, несмотря на то, что он выступал, соревновался с 40, с 50 участниками, он все равно первый. Это просто неимоверная гордость за детей, за себя, за то, чему ты их учишь. Что особенно важным было при подготовке к соревнованиям? На что нацеливали детей? Как морально их готовите? Каждый раз я им всегда говорю, мы с вами идем четко на первое место. Но если есть какие-то непредвиденные обстоятельства, если судьи вас как-то по-другому оценили, мы никогда с этим не спорим. Мы это принимаем, мы приезжаем домой в Камрад, мы делаем работу над ошибками, мы все это прогоняем по новой до тех пор, пока это не будет выстроено идеально, чтобы в следующий раз эти ошибки, которые были допущены в первый раз, не привели нас ко второму поражению. Потому что бывали такие соревнования, на которых, возможно, не совсем оценивалась правильно моя идея подачи танца. Возможно, действительно, дети были не до конца подготовлены, переживания, само собой. И было обидно, когда дети получали не первые места, поэтому с тех пор мы каждый раз проводим работу над ошибками, дети приходят после соревнований, и мы заново садимся, обсуждаем, мы прогоняем все номера, даже сольные, мы заново учим теорию, мы заново это все практикуем, и мы стараемся это все улучшить, чтобы в следующий раз, когда мы едем на соревнования, не было таких моментов, и чтобы с каждым разом дети становились все лучше. Я их всегда учу тому, что самое главное – участие. То есть они приезжают на соревнования не для того, чтобы забрать просто медаль или сертификат об участии. Они прежде всего приезжают на соревнования для того, чтобы оценить уровень своей подготовки, чтобы улучшить то, что они знают, чтобы научиться чему-то у других участников, у других команд, потому что мы находимся на соревнованиях с 7-8 утра, и мы находимся на них до 9, до 10, дай бог, вечера. И за все это время
дети всегда находятся у сцены, они всегда наблюдают за каждым номером, они всегда говорят: о, это было классно, о, это было прикольно, можно что-то поменять, можно что-то взять, можно что-то из этого вынести для себя полезное. И я стараюсь их приучать к тому, что мы едем не за медалями, мы едем не за дипломами, мы едем для того, чтобы вы совершенствовали, чтобы вы развивали себя, развивали свой талант, и чтобы с каждым годом вы становились все лучше, и чтобы это было заметно. Кто создает образы? Если мы говорим про младшую, про среднюю, про вторую среднюю группу, то целиком и полностью я. То есть я подбираю там какие-то образы, смотрю, что это может быть в интернете, что мне понравится, и уже потом складываю себе готовую картинку. Но в основном, когда начинается подготовка к соревнованиям, начинается подбор музыки, сама идея танца, тогда уже в голове все равно прорисовывается какая-то картинка, как это должно все выглядеть. Что касаемо взрослой группы, им не угодишь. То есть мы садимся все вместе, и это все обсуждается. Бывает, доходит чуть ли не до драк, потому что кто-то хочет красный костюм, кто-то хочет белый, кто-то не знаю какой. Это очень сложно. С ними очень сложно работать, потому что у них уже у каждой сформирован свой стиль, сформирована своя подача. И нужно находить какие-то пути обхождения, чтобы всем угодить. И мы стараемся иногда приходить к компромиссу, но я заметила, что 2 года подряд мы выступаем все в разных костюмах, потому что по-другому уже не получается. Влада, к вам приходят совсем юные детки с 4-летнего возраста, и они на ваших глазах растут, пока вы формируете в них навыки хип-хоп танцев, да? Замечаете, скорее всего, как меняется стиль детей? Я замечаю, как они сами по себе меняются, как меняется их характер, как меняется сама их личность, как она вообще становится. То есть есть детки, которые приходили ко мне в возрасте 3-4 лет, сейчас им уже 7-8 лет и так далее. И я замечаю, как они просто растут. И это очень печально, потому что ты помнишь их маленькими, ты помнишь все эти добрые слова, которые они тебе говорили, ты помнишь их горящие глаза, которые каждый раз приходят на тренировку и спрашивают: а что у нас сегодня будет, а что у нас сегодня новенького. И когда ты наблюдаешь то, что на соревнованиях они уже такие взрослые, то, что они представляют твое лицо, они представляют твою команду, это невозможно поверить. Я не знаю, как это описать, если честно, потому что это все складывается на уровне сознания, на уровне души, потому что когда ты с самого начала детей учишь, по-любому ты к ним притираешься. То есть ты привыкаешь к этим детям, ты уже не представляешь свою жизнь, свои тренировки без этих детей. То есть каждый ребенок для меня по-особенному важен, каждого я люблю по-особенному, но все-таки, наверное, очень печально то, что они растут. Ты хочешь, чтобы они остались такими же милыми, такими же маленькими, чтобы они слушались, самое главное. Но да, меняется их личность, меняется их стиль, само собой. Если им, например, в 3 года нравилось танцевать хип-хоп, сейчас они больше переходят на джаз-фанк или на какие-то другие стили танца. Я всегда это поддерживаю, я стараюсь найти то, что им действительно будет по душе, чтобы на тренировки они приходили с радостью. И чаще всего, когда я ставлю танцы, я стараюсь совместить многие стили танца, чтобы угодить каждому ребенку. То есть тебе нравится хип-хоп, пожалуйста, у нас будет кусок хип-хопа. Тебе нравится джаз-фанк, пожалуйста, кусок джаз-фанка. То есть мы стараемся это все совместить, чтобы каждый ребенок мог проявить себя и мог показать все свои хорошие стороны. И ваши планы после этой победы? На самом деле у нас очень грандиозные планы с детками. В ближайшие дни мы открываем новую студию. Это будет новая студия в Камрате, абсолютно новая, в которую было вложено очень много сил, очень много времени, очень много души. И она была сделана вместе с моими детьми. То есть дети приходили вместе со мной, подготавливали все к ремонту, красили сами стены. И это действительно будет студия, которая создана любовью. И у нас через месяц снова соревнования. На этот раз у нас будут проходить соревнования Underground в Кишинев-Арена. И туда у меня в планах отвезти 50 детей.
То есть практически всех детей, которые есть в студии, в планах отвезти. Но знаете, как бывает, что дети начинают болеть перед соревнованиями. Это очень печально, потому что у нас на этих соревнованиях не поехало 6 человек из-за болезни. Поэтому я надеюсь, что через месяц все будут здоровыми, отдохнувшими, с полными сил. И я надеюсь, что соревнования, которые пройдут через месяц, принесут нам столько же много побед, сколько они приносят обычно, даже больше. А мы вам желаем удачи и, конечно же, без травм вернуться в соревнования. Благодарю вас. Спасибо большое. Влада Стойко, тренер по хип-хоп танцам, функционирующий в Камрате, была у нас в гостях этим утром.